Про них говорят, что они открывают черные ящики истории, а их карьера лежит в руинах. Археологи – это люди той профессии, которые смотрят в будущее из прошлого. И сегодня мой гость, представитель этой самой профессии, молодой ученый, главный хранитель и руководитель Музея арктической археологии имени Светланы Федосеевой Николай Кирьянов. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Как человек становится археологом? Как человек становится археологом? У каждого свой путь. Ваш путь меня интересует конкретно. Я хотел быть археологом вообще с 6 класса. Тогда, когда мы начали изучать древнюю историю, Египет, Месопотамия, это меня всегда очень увлекало. И, в принципе, до, наверное, класса 9-10 это было вполне таким осознанным. Но я не знал, что с этим желанием делать, куда обращаться, к кому. В моей среде не было там знакомых, кто бы мог подсказать, поэтому это была такая абстрактная мечта. И когда я заканчивал школу, я вообще хотел быть журналистом. Я старался поступить на филологический факультет, но у меня не хватало публикаций, как вступительные эти экзамены, да, и где-то в 11 классе полгода я общался, помните, была такая газета «Молодая пресса». Поскольку я не мог поступить сразу на и филологический факультет, я подумал, что я сначала поступлю на исторический, а потом переведусь и буду заниматься журналистикой. Но когда я поступил на исторический факультет, я познакомился с такой личностью, наверное, многим известной, Качмар Николай Николаевич, это преподаватель Якутского государственного университета. Он меня обаял, и, в общем, мое это желание, интерес, оно получило новое дыхание. Осязание, я стал понимать, осязать, что, куда, к чему стремиться. Но археология – это такое достаточно объемное такое большое занятие, да, и понятно, что если ты в детстве читал про Египет, это одно, если ты сейчас копаешься на бульваре старого города, это другое. Какой исторический период вас, скажем, больше всего увлекал, когда вы думали про археологию? Как просто человека-обывателя, мне, тайны пирамид, я не знаю, загадки Атлантиды, это же такая романтика или да, нет? Или мне кажется? Когда я читал всякие книжки, мне всегда, конечно, было интересно средневековье, античное время. А как специалист, интерес к тому или иному периоду возникает по мере того, насколько ты глубоко погружен, да. И я могу сказать, какой период мне как специалисту сейчас менее интересен, именно потому что я им не так занимаюсь. Это наверное, эпоха неолита, это новый каменный век, это то время, когда появилось скотоводство, появилось земледелие, появилась керамическая посуда, жизнь стала намного интереснее, но этим периодом в своей практике я занимался очень мало, поэтому я не знаю тех загадок, проблем, задач каких-то волнующих. А все остальные периоды, включая палеолит, древний каменный век, включая средневековье, поскольку я с ними сталкиваюсь, так сказать, ежедневно, конечно, там много для меня всякого интересного, и хочется еще продвинуться дальше. Поэтому это зависит от степени погруженности в период. Угу. Но археолог – это больше историк все-таки? Или исследователь быта? Вы очень такой важный вопрос задали, потому что всех археологов готовят на исторических факультетах. Но я должен сказать, что археология – это абсолютно не историческая наука в силу того, что она практически не использует тех методов основных, которыми пользуется историческая наука письменного периода. Палеография, источниковедение, нумизматика. Особенно если мы говорим про археологию каменного века, где вообще письменности в принципе нету, то все эти мы используем методы главным образом естественных наук. Геология, петрография, геоморфология. И этих навыков, знаний на исторических факультетах как раз и не преподаются. И молодые археологи, которые занимаются в основном дописьменным периодом, они, конечно, попадают в абсолютно новое поле, они начинают заниматься тем, чем не занимались вообще никогда. И на протяжении, наверное, последних
лет 30-40 вот у нас в нашем археологическом сообществе зреет такое мнение, что археологов надо обучать по-особенному. На стыке геологии и начала письменной истории главным образом. Вот. Хотя я вас удивлю, вы знаете, что вообще нету такой профессии, как археолог. Вот археология как дисциплина существует 100 лет, а такой профессии в реестре трудовых, вот, который ведет Минтруд, ее нету. Нету такой профессии археолог. То есть у вас написано историк. У всех моих коллег мы написаны историк. Когда я поступал на исторический факультет, нас делили по специальностям. Архивисты, археологи, музееведы и так далее. Политологи еще у вас, наверное, Политологи, да, учителя, естественно. Но когда мы заканчивали университет, нас всех записали историками. Всех. Поэтому я по диплому я историк, преподаватель истории. А работали преподавателем когда-нибудь? Нет, никогда я не работал учителем истории, кроме 1 месяца, когда проходил практику в школе, и я сразу понял, что учителем быть вообще не мое. Потому что я по складу характера не педагог, не учитель. У меня есть небольшой опыт преподавания исторических дисциплин, но это было кратковременно, это было по просьбе. Меня просто попросили преподавать. Тем более я преподавал дисциплины вообще не археологические. Я преподавал политологию, социологию вот в нашем Якутской госсельхозакадемии, ныне АГАТУ, которая, да, но преподавание не моя стихия. Понятно. А что археология – это ваша стихия, стало понятно с первой экспедиции, с первых раскопок? Вы можете вспомнить первую экспедицию? Археологом можно стать случайно, но нельзя случайно им остаться. То есть, так или иначе, люди из этой профессии выбывают, когда понимают, что они не готовы отдавать столько сил и времени и ресурсов вот на то, чтобы достигать вот результатов. Первую экспедицию я, конечно, очень хорошо помню, потому что я вообще домашний ребенок. Я вырос в городе, никогда я не жил в деревне, и не было никогда таких навыков, там, походных абсолютно никаких. И вообще все студенты ИСТФАКа на первом курсе едут на археологическую практику. Это как бы требование. Но так получилось, что все мои однокурсники, они выехали на практику в долину Туймада в городе Якутске, вот прям весь мой курс. А меня персонально, вот мой научный руководитель Качмар Николай Николаевич взял с собой. И это был сплав от Алекминска до Якутска. Мы занимались инвентаризацией наскальных рисунков Средней Лены. Вот у нас от Синска до Булгунехтаха очень много наскальных рисунков на Средней Лене. Они были открыты еще в 40-е годы таким академиком Окладниковым, и требовалось их как бы заново переизучить. И вот меня взяли в эту экспедицию, у нас было всего 6 человек, все взрослые мужчины, я был самый молодой, мне только вот 18 исполнилось, даже еще не исполнилось, по-моему. И вот там в течение, по-моему, 1,5 месяцев я постигал, что называется, азы вот этой мужской, полевой жизни, бытовой, когда там не только добрым словом, но и недобрым, когда такая очень суровая дисциплина, когда очень такие экстремальные ситуации для меня, абсолютно неподготовленного молодого человека. Вот это, конечно, это закалка. Но самое главное, что оно не отбило желание заниматься дальше, хотя мне там было трудно физически. Но не отбило желание. И вот я на протяжении, вот с 2001 года, вот 20 лет прошло, как я занимаюсь этой. У меня вот такая цитатка тут есть. Немецкий историк Эрик Церен как-то сказал: редко можно встретить профессию более безрадостную, чем профессия полевого археолога, работающего в пустыне, среди диких скал, в полной удаленности от всякой цивилизации, в тяжелых климатических условиях, способных лишить человека всякого мужества. И они не делают из этого сенсации. Это археологи. Да, я знаком с этой цитатой. Ее очень, наверное, красиво куда-нибудь вставить в статус или там в заголовок, да? А по существу, согласны? А по существу, вот если мы говорим о начале 21 века, это, наверное, уже не актуально. Вот я еще застал те времена начала 2000-х годов, когда экспедиция действительно была таким испытанием, когда не было связей, не было продуктов или были трудные транспортные решения. В современных условиях экспедиция все больше напоминает курорт.
Вот я могу вспомнить свою экспедицию 2019 года на Верхней Амге. У нас там и баня, и купалка, и связь, и телевизор, и рыбалка, и охота. И питание там не тушенка, а мясо, всякие салаты мы делали. По деньгам тоже вопросов у нас нету. Знаете, это зависит, конечно, от руководителя экспедиции. Если вы попали в экспедицию, и у вас плохо с питанием, плохо со снабжением, с транспортом, это как бы не особенность археологии как науки, это вина руководителя, который вот таким образом организовал экспедицию. То есть руководитель должен быть еще и немножко хозяйственником, снабженцем. И снабженцем, но просто сейчас для этого есть все возможности. Эта фраза, наверное, уже, она актуальна, наверное, уж для самых-самых северов, там, Верхоянский район, там, Нижнеколымский, там это, наверное, еще сохраняется, да. В центральной Якутии, в южной Якутии это уже не соответствует действительности. А Якутия это рай для археолога или нет? Археологи могут так сказать или нет? Но судя по количеству международных контактов и иностранных исследователей, которые стремятся в Якутию для проведения работ, Якутия, как наиболее удаленный и климатически трудный регион, привлекает, если говорить об археологии, в первую очередь с точки зрения того, как люди отдаленных эпох вообще адаптировались и жили вот в этих условиях. А немаловажно то, что наша Якутия находится на северо-востоке Азии, которая тесно связана с заселением американского континента. То есть все те племена, которые заселяли Америку, они так или иначе шли через территорию нашей Якутии, естественно, оставили следы. Поэтому здесь у нас в Якутии соединяется очень много узловых точек от Восточной Сибири, Южной Сибири, Северо-Восток Азии и дальше в Америку. Рай. Условия работы, я уже сказал, какие у нас, да, вполне комфортные. Но если мы говорим о научном поиске, то этот поиск очень трудный. Именно в плане достижения тех целей и задач, которые ставят исследователи, потому что мы можем прокопаться в Якутии на раскопках очень долго и так и не приблизиться к решению. Якутия – это такой рай, в котором надо все-таки добывать все своими руками. Иногда говорят, что работа археолога схожа с работой детектива, то есть от частного идешь к каким-то выводам. Я бы, наверное, сравнил бы работу археолога даже не с работой детектива, а эксперта-криминалиста, который по отдельным фрагментам и следам восстанавливают картину, но, опять же, повторюсь, картину преступления, то есть какого-то совершения. И, опять же, это преступление произошло как бы в обозримой исторической перспективе день назад, или год назад, или даже 10 лет назад. И как вы помните цитату Глеба Жеглова из известного фильма, в любом самом тайном делишке найдется человечек, который что-то видел, что-то слышал. Мы, археологи, такого человечка, к сожалению, найти никогда не сможем. Поэтому ученые используют такое понятие, как реконструкция исторических событий и так далее. Но в плане археологии вот этот сам термин реконструкция, он не уместен, потому что реконструкция – это тогда, когда ты восстанавливаешь то, что, в общем, хорошо знаешь. Вот было здание, есть чертеж, есть план. А мы занимаемся по большей части моделированием. Мы примерно составляем модель, как могло выглядеть человеческое общество в отдаленные эпохи. Николай, а где грань между археологией и историей проходит? То есть в какой момент история становится археологией? Когда появляется письменность. Когда появляется другой источник информации, который может максимально полно, детально раскрыть историческую картину. Потому что ни один артефакт, камень, керамика, кости, оно не сможет восстановить именно политических процессов, социальных, экономических. Вы же знаете, что по косвенным признакам иногда составляется одна картина, а потом, допустим, условно говоря, автор этих процессов говорит, на самом деле все было вот так. Археология изучает главным образом косвенные признаки, но
Это, знаете, вот есть такая цитата: археологи пытаются восстановить сюжет спектакля только по одной сцене. Вот осталась сцена, и мы пытаемся представить, какие там были герои, как они разговаривали, что делали. Такая очень трудная и ответственная работа, поэтому археологи, как правило, не категоричны в своих утверждениях. Если вы посмотрите внимательно археологические работы, ни один археолог, ну, насколько я вот читал, никогда не будет писать, что это вот точно, стопроцентно, я уверен, было именно так. Это не один ученый, по-моему, вообще. Ученый в принципе, да. Но, это же свойство разума сомневаться. Да, потому что целостные картины на 100% восстановить вряд ли кто сможет, даже по письменным источникам, а уж при отсутствии письменных. Поэтому вот археология заканчивается там, где начинается письменная история, которая способна знаками или символами фиксировать именно исторические, политические, социальные события. Вот это возникает совершенно новое. Это начинается вот история, что называется, конкретных людей. Ну, а археология все-таки по большей части изучает историю такой, ну, массы населения. То, что мы называем археологической культурой. Иногда получается нам открыть какие-то погребения, где были погребены какие-то, ну, явно выдающиеся люди, вожди, предводители, и тогда вот именно по погребениям можно восстановить какую-то историческую или политическую картину, но по большей части мы имеем дело, конечно, с такими общими характеристиками. Но бывают же поп-звезды от археологии, типа, там, я не знаю, Эрос Булдашев, там вот, ну, какие-то такие, то выдвигают всякие экзотические теории. Когда человек мало знает, ему все кажется удивительным. Поэтому эта игра, конечно, на такую широкую публику, которая, ну, мало чем интересуется, ну, так вот, глубоко не погружена. Для нас вполне очевидно, для специалистов, что вот эти все теории Молдашева, они несостоятельны, потому что фактических подтверждений просто нету. Это просто, ну, желание или как выдача желаемого за действительного, что люди принимают за артефакты какие-то вещи, которые, ну, не являются таковыми. То есть работа археолога и историка – это вполне такой кропотливый труд, скучный, нудный и рутинный. Если там возникают такие выдающиеся открытия, это не бывает так, что это не эврика, что вот сидел, думал, вот оказывается. Это вполне вот такой методичный ход, когда исследователь накапливает массу фактов, и потом оказывается, что вот оказывается. Но потом, когда он выходит на публику и объясняет, иногда это бывает такой эффект, ну, такой бомба, да, что оказывается. Вот сейчас, допустим, такими бомбами информационными являются открытия новых видов людей. Вот буквально за последние несколько десятилетий открыты такие новые виды человека, как денисовский человек, как человек наледи в Африке. То есть вот мы из учебников истории считали, что человек развивается, ну, как бы линейно. Вот было, были пятикантропы? Да, австралопитек, пятикантроп, неандерталец и человек современный. Но оказывается, как видов обезьян их очень много, шимпанзе, гориллы, орангутан, так и видов людей, оказывается, было больше, чем мы себе представляли. И мы только в самом начале этого пути, как они выглядели, чем они занимались, это еще вот, ну, будущее покажет нам, пока мы не можем. Так все-таки неандертальцы – это наши предки, как вот нам по истории учили, или это тупиковая ветвь развития человечества? Ну, я бы не придерживался такой терминологии «тупиковая ветвь», просто неандертальцы были лучше всего адаптированы к условиям ледникового периода. Мы, люди современного физического типа, адаптированы вот к не такому холодному климату, как было раньше. Так же, как мамонты, вымерли не потому, что они просто жили в других условиях и не смогли приспособиться вот к современности. Ну, не тупиковая, но, скажем, другая ветка, да? Да, другая ветка. Таких веток, как показывает, было очень много. И поскольку это процесс был в несколько миллионов лет, понятно, что там, наверное, очень много было всяких веток, и мы только в начале этого пути. Очень много помогает сейчас генетика. Потому что генетика как раз и позволяет расчленять вот, виды людей, ну, пока по генетическим популяциям, а в дальнейшем, я думаю, будут и находки именно, ну, костные, что ли. То есть мы сможем
увидеть этих людей хотя бы в реконструкции, вот как они выглядели. И, допустим, те же неандертальцы заметно отличаются от нас. Как выглядел денисовский человек, я точно пока не знаю, но вот по реконструкции человека наледи, который был открыт в Южной Африке, он больше вот на обезьяну напоминает. То есть там, ну, будет интересно. Будущим поколениям будет интересно. Ну, говоря о громких теориях, все-таки ну, не могу не вспомнить про Мочанова, да, и про теорию северного происхождения человека. Вот. Как вы к ней относитесь? Сложный вопрос. Я работал с ним 4,5 года, лично общался, лично виделся, бывал у него дома. Вот. И когда я возглавил музей, Юрий Алексеевич уже находился в Киеве, я ему позвонил, сказал, что вот я вот работаю вот у вас, так сказать, дал добро. И вот, да, проблема Деринга, дело в том, что вот это, насколько эта теория состоятельна и несостоятельна, вот сейчас я говорил, что открывает новые виды людей. Потом наблюдается динамика, что очень многие памятники в Южной Сибири, там, Северный Казахстан, они постепенно начинают удревняться. То есть, если, скажем, в 80-е годы Дерин-Кюрях с его цифрой в несколько миллионов лет казался таким, ну, феноменом, то вот сейчас это уже кажется, ну, как бы, может быть. Потом, что касается датировок по Дерингу, там тоже неоднозначное отношение по методике, как вот определяли датировку в те времена. Поэтому я не могу, наверное, так однозначно ответить на этот вопрос, поскольку я являюсь исследователем, и вот я только вот внутри этого процесса. Мы проводили работы с нашими датскими коллегами, и мы ждем результатов их исследований. И вот то, что они нам покажут, уже будем отталкиваться и говорить, что Юрий Алексеевич был больше прав или не прав. А какая была тема вашей кандидатской? Моя тема диссертации связана как раз с недавней письменной историей 17-19 веков. Называется моя диссертация так: «Погребальный обряд и материальная культура коренного населения Яно-Индигирского Нагорья 17-19 веков по материалам археологических исследований». Если говорить простыми словами, это обряд и культура верхоянских и аймяконских якутов, которые жили в это время. В 2010 году я был приглашен в Сахо-французскую археологическую экспедицию, которая как раз занималась раскопками на севере. Там я лично собрал вот этот весь полевой материал в течение 5 лет, с 2010 по 2015 год. И поскольку я лично открывал, работал, то было вполне логичным это сделать в виде диссертационного исследования, чем я и занимался от 16 по 19 год. А бывают вообще вот полевые археологи и археологи чисто бумажные? Кабинетные. Кабинетные, да. Есть такое отделение? Ну, наверное, есть археологи, которые больше тяготеют к полевым исследованиям, и те, кто больше тяготеет к кабинетным, но археология как раз как дисциплина уникальна тем, что она совмещает два этих вида работ, и делать что-то одно в ущерб другому, если человек действительно профессионал, ну, не получается. Невозможно быть только полевиком, потому что тогда ты не сможешь качественно обрабатывать материал, и вообще теряется смысл, зачем ты так много копал в поле, если ты не можешь это потом адекватно переработать и выдать в какой-то научный продукт. А те археологи, которые больше склонны к кабинетной работе, они несколько оторваны от того контекста, вот как эти находки были получены, каким путем. Что особенно ценится в диссертации? Личный материал исследователя. Начало, то есть он должен найти материал, обработать, препарировать, отбросить все лишнее и выдать только вот чистый, что называется, факт. И если на каком-то из этом пути исследователь, ну, не работал, то есть он не будет до конца убежден в достоверности своих утверждений. Всегда оппоненты будут его вот в эти места наиболее слабые колоть, что вот это не проверено, это недоработано. А в каком году вас назначили директором музея, вот когда вы Мочанову звонили? Я не директор музея. Я являюсь руководителем Музея арктической археологии. Это структурное подразделение Арктического научно-исследовательского центра. Меня туда пригласили в конце 2018 года, а официально я вступил в должность в феврале 2019 года.
Арктический научно-исследовательский центр – это бывший центр арктической археологии, где вот как раз работали и Мочанов, и Федосеева. Светлана Санна умерла в 2017 году. Юрий Алексеевич по состоянию здоровья выехал в Киев к сыну в Украину. И получается, что центр остался без археолога. Соответственно, нужен был археолог, а моя кандидатура была выбрана потому, что я работал раньше в этом центре. Я эту кухню знал изнутри. И вот наш музей арктической археологии – это, без ложной скромности скажу, это главное место, где сосредоточены все основные коллекции. И для специалиста работать вот в самой гуще, что называется, вот этих археологических событий, это, конечно, большое удовольствие и честь. Поэтому я даже не сомневался, в общем, когда... Конечно, мне было немножко опасливо, как Юрий Алексеевич к этому относится, потому что он человек, в общем, строгий и такой резкий, но, на мое удивление, он вполне так лояльно согласился, и за что я благодарен, и это как бы дало стимул для такой более активной работы. Потому что если он был бы против, наверное, мне было бы тяжелее. Над чем сейчас работаете? В условиях пандемии и известных нам политических событий каждый год у нас встает проблема, то есть планы у нас есть, а вот как они будут реализованы на практике, вот это пока вопрос неочевидный. То есть, наверное, мы только ближе к лету определимся, будем ли мы проводить полевые работы, а если будем, то конкретно где. Сейчас у нас идет сдача полевых отчетов по результатам предыдущих сезонов, и как только они будут сданы, у нас будет ясная картина, чем мы будем заниматься в этом году. Но у нас есть государственное задание, в рамках которого мы работаем, она посвящена как раз вот изучению археологических культур Якутии. Это будут продолжаться работы по палеолиту, это будут наши сотрудники как раз занимаются исследованиями по неолиту. В этих рамках мы работаем. У меня вот буквально на днях был в студии историк Афанасий Николаев, такой, который пишет про Якутию «Образ будущего». Вот разговаривали мы об одном, но он там показал свою книгу «Тайная история Саха». Да. И за кадром, за эфиром сказал мне, что на самом деле могила Чингисхана-то у нас в Ваймиконском улусе. Афанасий Николаев – это мой преподаватель на историческом факультете. Он преподавал у нас историю стран Африки и Азии. К его книге «Тайная история Саха» я отношусь негативно. Я когда ее прочитал, там есть, правда немного, но там есть выдержки об археологии Якутии вообще. И там я обнаружил очевидные ошибки. «Тайная история Саха», вот сама эта книга, она уходит своими корнями к такому очень известному историку и исследователю, как Льву Николаевичу Гумилеву. Это вот его концепция о пассионарностях. И вообще Лев Николаевич, конечно, своим авторитетом дал вот прямо дорожку вот этим всем исследователям, которые ищут какие-то сенсации, что Чингисхан похоронен в Якутии. Но вот генетики же, вот Сардана Аркадьевна Федорова, наш известный генетик, она же написала статью, где прямо доказала, что якутская линия, якутов, она намного древнее линии чингизидов. То есть чингизиды сформировались генетически позже, когда уже якутский этнос был сформирован. Да, у нас таких, особенно вот сейчас сайт ekt.ru закрыли, но если вы помните, там раньше был исторический форум, где ломались копья вообще. Да, там я как-то немножко попытался там вставлять свои 5 копеек, но у меня там просто, как сказать, забрасывали такими горами фактов, потому что те люди на форуме, они не проверяют эти источники. Они просто давят массой, сведением, а историк, если он профессиональный, он, как правило, выдает то, в чем он уверен, проверен и так далее. Вот я хотел затронуть, опять же, Льва Николаевича Гумилева. Во-первых, это доктор исторических наук, и он также и доктор географических наук, но его вот эту диссертацию по географии не утвердил ВАК. Это очень выдающийся человек, он прошел и тюрьму, и войну, и это был прямо, как сказать, такой увлеченный археолог-исследователь, что, вероятно, он в
своих ожиданиях и своих стремлениях вот хотел чего-то большего. Я читал его книги, древние тюрки, Хун, это блестящее чтиво, это прям зачитаешься. Но если вы обратите внимание, что главным образом, особенно если он говорит о Китае, о сведения о Хун, о тюрках, главным образом черпаются из китайских источников, то основной, откуда он черпал свои знания о Хунну и тюрках? Из переводов китайских источников, которые были сделаны таким известным востоковедом, как Николаем Бичуриным. Был такой Николай Яковлевич Бичурин в монашестве Иоакинф, который как раз переводил китайские источники на русский язык. И то сделал Лев Николаевич. Он брал эти переводы и по-своему их интерпретировал. Он рассказывал, что как там, вот когда читаешь его книги, там прям ощущение, что ты присутствуешь. Этот сказал этому так, это сказал так. Да. Но в самих источниках это ничего не отображается. Это вот такие домыслы, вымыслы. У Льва Николаевича есть заслуги перед историей археологии, то, что он предметно доказал, что, допустим, нашествие кочевников на Европу было вызвано как раз гетерохронным изменением климата, значит, Центральной Азии. То есть просто было засушливое время, скоту нечего есть, соответственно, кочевникам нужно идти в какие-то новые места, где за свежей травой. Соответственно, они там встречаются с людьми, которые не хотят их кормить свежей травой лошадей. Климат влияет на движение человеческих масс, это им было доказано вот на конкретном примере. Но когда он свою теорию пассионарности пытался сделать в таком более широком масштабе, ее, как в большинстве своем, современный научный мир не принял. И если вы почитаете зарубежные источники, там ссылок вот как раз на Гумилёва и теорию пассионарности очень мало. Хотя там много ценных наблюдений, замечаний, эта теория очень популярна, и как рабочая гипотеза эта теория имеет право на существование. В частности, наверное, это где-то подтверждается. Вот общетеоретическом пока это вопрос очень спорный. Хотя я очень люблю Льва Николаевича Гумилёва и с удовольствием читаю его книги. Вот в экспедиции, допустим, я вот брал с собой книги и вечером читал и наслаждался. Что в 90-е годы появились так называемая вот эта новая хронология, Фоменко, Носовский и прочие, которые попытались переписать историю, что, оказывается, существует всемирный заговор историков, что все придумано. Да, и татаро-монгольского ига не было, и это было регулярное войско русской армии. Что все фальсифицировано и так далее. Это, опять же, игра на ту публику, которая не читает серьезную историческую литературу. Но это была сознательная игра на публику. Я думаю, это было желание, что называется сейчас модным словом хайпа. Конечно, в исторической науке существует искажение, допущение, иногда сознательная фальсификация. Но я должен сказать, что в исторической науке очень много разных источников. И чтобы кому-то было под силу подделать их все, включая археологические, нумизматические, эпиграфические, что это просто физически никому невозможно. Поэтому вот эта вся новая хронология, она вот сейчас вот есть такой жанр фольк-хистори, это вот вольная интерпретация исторических фактов. И как литературный жанр она имеет право на существование, это очень интересно. И я в свое время, поскольку тоже как бы увлекаюсь такими писательскими опытами, тоже иногда подумываю написать что-то вот в таком виде. Даже у меня есть такая задумка для книги, где я как раз хочу показать, чем меньше человек знает, тем его легче в каких-то вещах убедить. То Уранхай Сахалар, вот ксенофонтовский, он же тоже почти полностью Да, Уранхай Сахалар, да, Гавриил Васильевич Ксенофонтов написал очень интересную книгу, но просто в те времена, когда Ксенофонтов работал, это были конец 19-го, начало 20 века, и тогда исследователи имели меньше доступ к источникам. Сейчас в условиях интернета, когда ты можешь подключиться, в общем-то, к любой библиотеке и скачать любую информацию, сейчас многие вещи не кажутся такими очевидными, как раньше. Допустим, именно Ксенофонтов в своей книге делал такую попытку привязать Тыгын Дарханова к титулу уйгуров Тыгин.
Но, как показали исследования потом, вот само слово «тыгын», оно больше в якутском ни этносе, ни в источниках больше не встречается. Это такое вот уникальное название вот одного исторического персонажа. Потом Ксенофонтов пытался привязать имя Элея, первопредка якутов, к тюркскому термину «эль», то есть «союз», «народ» и так далее. Но вроде как филологи говорят, что для этого нету достаточных оснований. То есть это как бы в частном порядке это допустимо. И когда Ксенофонтов об этом писал, он, конечно, пытался, ну что называется, раскачать историческую науку, попытаться предложить какие-то новые пути решения, может быть, даже провокационные, сенсационные, но которые бы как-то бы стимулировали развитие дальше. Сейчас книга Ксенофонтова «Уранхай Сахалар», она очень интересная, и там очень много ценных наблюдений, но вот сама его концепция, то, что он излагал, она, к сожалению, на протяжении вот всего 20 века подтверждается, что она несостоятельна. И вот буквально недавно вышла в 2020 году новая книга «История Якутии» в 3 томах. Достаточно ее прочитать и понять, что там уделено место и Ксенофонтову, и его раскопкам, и частным наблюдениям. Но современная концепция происхождения якутского народа базируется на том, что в ее основе лежат тюркоязычные племена, которые пришли с Прибайкалья и смешались с местным автохтонным населением. То есть постоянно возникают новые теории, да? Со временем они там или подтверждаются частично, или не подтверждаются, или опровергаются. То есть вот конечная цель-то всего есть, или, вот это, или само движение это и есть цель? Познание, оно бесконечно, потому что область того, что мы не знаем, намного выше, чем область того, что мы знаем. И чем больше человек узнает, тем больше он понимает, как много он не знает. Поэтому это процесс, мне кажется, вечный. Вы счастливый человек? Нет. Я считаю, что счастье – это такое, как сказать, минутная точка. Я могу быть счастливым, когда я закончил отчет. Я могу быть счастливым, когда я сделал какую-то находку. Я могу быть счастливым, когда, допустим, вышла моя книга, и вот в такие минуты я испытываю счастье. Человек всегда должен быть недоволен, ему всегда должно быть что-то не хватать, тогда это его стимулирует на новые поиски. А если я был бы все время счастлив, я бы мог сидеть и никуда не ходить, и ничего не делать. Смысл научного поиска, он вот в чем? Смысл научного поиска в том, чтобы открывать, что называется, новые двери. Если говорить лично о себе, то когда я был студентом и передо мной только открывался археологический мир, конечно, мне хотелось охватить максимально все. Сейчас, спустя 20 лет, у меня есть вполне конкретные задачи. Моей жизни, наверное, хватит, чтобы вот приблизиться к этому решению. Написать книгу? Писать книгу – это уже финализация результатов. Лично я свою задачу виду в том, чтобы палеолит Якутии разложить максимально по полочкам и составить более целостную картину для будущих поколений. И вообще исследователь – это тот, кто, фактами и новыми данными пододвигает эти стереотипы, которые у нас складываются, да, потому что ученый – это как раз тот, кто добывает новые факты и разбивает эту, казалось бы, целостную картину. Очень часто ученого и преподавателя ставят на одну доску. Но я должен сказать, что ученый и преподаватель – это антагонисты. Преподаватель занимается тем, что он из фактов собирает целостную картину для того, чтобы ее рассказать, чтобы у студента, у читателя было целостное представление. Ученый добывает новые факты, которые, как правило, в эту концепцию не вписываются. То есть разбивает, наоборот. Да, он ее разбивает, и новым преподавателям приходится это заново восстанавливать. Ученый продвигает, вперед, а преподаватель это потом собирает и держит, в единое, в единое понимание. Ученый – это призвание? Это, наверное, просто образ жизни. Это человек такой, он ученый, он аналитик. Лев Толстой однажды сказал, что наука – это слиток золота. И когда вы пытаетесь ее раздать всем, вы из этого золота делаете много-много-много-много всяких монеточек. И их ценность
практически ничтожны. Все историки проводят параллели между вот сегодняшней, там, скажем, геополитической ситуацией и тем, что происходило во время распада СССР или там еще раньше из перспективы. Вот вы об этом ведь тоже думали наверняка? Мы живем сейчас в историческое время. Те события, которые обязательно войдут в учебники истории. И, как правильно сказали китайцы, не дай бог тебе жить в эпоху перемен. Потому что с точки зрения историка это очень интересно. И быть непосредственно свидетелем, а особенно и участником, когда вот история творится, в общем, вокруг тебя, это очень интересно. Я бы так сказал, сейчас идет столкновение цивилизации и культур. Вот если раньше, во время существования Соединенных Штатов и СССР, когда был капиталистический блок, социалистический блок, это была борьба двух экономических систем, то сейчас идет борьба культур и цивилизаций, борьба за то, на каком языке и какой культуры будет, что называется, большая часть населения планеты. Конечно, у меня есть свое личное мнение, но, как правило, вот в таких глобальных противостояниях любое мнение всегда поражает ответ. То есть какого бы мнения я сейчас не придерживался, в эту же секунду появятся люди, которые занимают другую точку зрения. Поэтому, что бы я сейчас ни сказал, у меня появится куча защитников и куча недоброжелателей. Поэтому я, наверное, не буду говорить о своей личной позиции, но она у меня, конечно, есть. Ну вот, кстати, вы сказали про столкновение культуры и цивилизации, да? То есть мы говорим о тысячелетней культуре вообще европейской, или мы говорим о вот том простом и понятном, из чего, собственно, состоит американская культура. Американская культура, мы про нее не говорим, потому что ее как будто бы нету, да? Да. Но на самом деле ведь Она существует. она существует, и мы все под ее влиянием. Ну, допустим, я был в Южной Корее и, допустим, лично видел, что Южная Корея очень, ну, не скажу, что американизирована, но очень многие ценности и вот такой образ жизни вот в быту очень такой. Я не был в Америке. Вообще, я собирался поехать в Соединенные Штаты в 2020 году, но из-за пандемии не получилось. И сейчас, ну, как бы вообще этот вопрос уже снят с повестки. Поэтому, если бы, конечно, я бы мог наблюдать США изнутри и сравнить ее с тем, что снаружи, но это все очень непросто. Вот это движение культур, государств, этносов, это очень сложный и болезненный процесс. И даже победители, которые побеждают, они все равно не избавятся от каких-то вот ран, которые их будут дальше беспокоить. Поэтому чем это все закончится? Закончится, наверное, только тем, что победит, наверное, та культура и та там нация, которая предложит такие правила и в жизни, в быту, в мире, которые будут, вот сейчас я пытаюсь подобрать, в общем, формулировку, это всегда очень сложно, спонтанно, которые будут разделять большинство. То есть сейчас идет борьба за то, чтобы убедить другое большинство в том, что то, что мы предлагаем, правильно, верно, ценно, но в таком большом мире, когда население 7 миллиардов человек, победа какого-то одного образа жизни или мышления, она возможна только в краткосрочной перспективе. Наблюдать за этим, конечно, очень увлекательно. Находиться внутри этих событий – это очень ответственно. Спасибо вам большое за уделенное время, за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо, что пригласили, спасибо, что дали возможность высказаться так эмоционально. Я не готовился к этому, но думаю, что то, что я сказал, это то, что я думаю. Спасибо большое. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.